В августе 2005 года президент Абхазии Бадра Гунба поручил правительству разработать программу развития молодежной политики. Сегодня работа над проектом завершена, он прошел все необходимые экспертизы и уже до 20 августа будет представлен руководству. Документ рассчитан на ближайшие 5 лет и определит, какой будет государственная поддержка молодых людей в Абхазии. О том, как формировалась эта стратегия, какие приоритеты заложены и что изменится для абхазской молодежи, мы побеседуем с Бесланом Аршба, начальником отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта. Здравствуйте, Беслан. Здравствуйте, Белла. Итак, когда, во-первых, вы получили задание, и как быстро вы с ним справились, потому что, по-моему, мы с вами говорили, когда был некий переходный этап, да, когда, можно так сказать, середина проекта была уже завершена. Расскажите, пожалуйста, как вот двигается дело и двигалось к завершению? Дело двигалось на протяжении всего прошлого года и начала этого года. Началось все с прямого поручения президента Республики Абхазии Бадры Зурабовича Гунба, который обозначил четкие сроки до 1 февраля 2026 года разработать проект развития молодежной политики на ближайшие 5 лет. В итоге все началось с исследования. Чтобы начать решать какие-то проблемы, мы начали ставить диагноз и провели такое ведомственное исследование, в котором вот были обозначены основные проблемы, которые сегодня тревожат молодежь по результатам этого исследования. А как проводился мониторинг? Что вы исследовали? Мы исследовали, во-первых, путем анкетирования, а во-вторых, изучения целевых групп, которыми уже взаимодействует Государственный комитет. Ну и, конечно же, деятельность, которая осуществлялась на протяжении нескольких лет именно со стороны Государственного комитета по делам молодежи и спорта. Исходя из этих трех компонентов, вот мы вырабатывали проект программы, который включает в себя комплекс не только самой программы, но и изменения нормативно-правовой базы, включая изменения в законодательство о государственной молодежной политике, ну и формирование определенного перечня нормативно-правовых актов со стороны Кабинета министров. Ну, поговорим попозже по поводу того, как непосредственно, что менялось в законодательстве или что вы хотите изменить в законодательстве. Сейчас вот интересно узнать, какие еще экспертизы прошел ваш документ, и он будет уже представлен к 20 числу, так я понимаю. Ну и какие этапы, можно сказать, были самыми сложными? Ну, в соответствии с законодательством, оно нас обязывает представить проект программы в ведомство Министерства экономики, Министерства юстиции и Министерства финансов Республики Абхазия для дачи соответствующих заключений. То есть это финансовая, экономическая и юридическая экспертизы соответствующих целевых ведомственных и межведомственных программ. Это базовый инструмент со стороны органов управления, который вот обеспечивает четкое распределение финансовых средств и соответствие законодательству Республики Абхазия. Но при этом на протяжении 7-8 месяцев мы, конечно же, готовили вот этот комплекс нормативно-правовой базы, который мы впоследствии представили и соисполнителям данной программы, потому что главная цель всей этой программы – это обеспечение межведомственного взаимодействия. Мы хотим определить понимание молодежной политики, что это деятельность не конкретно взятого органа отдельно, а комплекс мер, который определяется межведомственным взаимодействием. В первую очередь, конечно же, Министерством просвещения, Министерством социального обеспечения и Государственным комитетом по языковой политике совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, так как сам закон о государственной молодежной политике он это все определяет и дает такое понимание, что орган, осуществляющий молодежную политику в республике, является координирующим органом среди других ведомств. Получается, мы в законе уже точно определили, какой орган координирует эту деятельность. Соответственно, у нас уже существует государственный орган по делам молодежи. И вот теперь мы в рамках этой программы хотим закрепить эту функцию уже вот на таком нормативном характере. То есть это каким-то образом обяжет, да, вот все вот эти ведомства взаимодействовать друг с другом по вопросу молодежи. Получается, что они просто инструмент
определяет, допустим, госкомитет или, допустим, люди, да, их какие-то потребности и так далее, они, и весь вот этот вот комплекс, он должен обеспечивать, скажем так, да, исполнение вот этих интересов. Практически верно, да. Мы просто захотели систематизировать ту работу, которую осуществляют ведомства по отдельности, чтобы это был системный порядок в течение нескольких лет, и у нас была такая единая стратегия, совместно также еще и с Министерством культуры, конечно. То есть вот этот комплекс из 4 ведомств, которые непосредственно ежедневно осуществляют работу с той категорией, которую определяет нам закон. Это от 14 до 30 лет. И в рамках вот этой возрастной группы все эти 4 ведомства изо дня в день осуществляют свою деятельность. Мы же решили, чтобы это было намного эффективнее, все эти усилия объединить в одном системном акте, и тогда бы мы видели четко прослеживающийся путь действий всех наших органов в единой программе. То есть вот момент, скажем так, ответственности, он есть, ну, то, что, допустим, вот этот момент, он как бы обязывает именно координироваться, чтобы достигнуть какую-то общую цель. Конечно, да. В случае принятия данной программы, то это носит обязывающий характер для всех ведомств, которые указаны в ней. То есть сбои там как бы не должны допускаться? Нет. Давайте поговорим о юридической основе. Да? Что конкретно меняется в законах для того, чтобы вот эта стратегия заработала? Молодежной политики? Мы в первую очередь исключали недочеты, которые присутствуют в законодательстве, именно в законе о государственной молодежной политике. Это связано с тем, что закон был принят в 2010 году, а прошло уже 16 лет, и в него не вносились изменения. Это касается и юридико-технической технологии, и самого содержания. Но если говорить по смысловым значениям, мы, конечно же, начали вносить и новые термины. В новых изменениях появится такой термин, как «сельская молодежь». Чтобы для этой категории молодых граждан внедрять новые и новые программы в рамках 5 лет, мы определили уже в законодательном уровне, что будет такое понятие, как сельская молодежь. Есть вторая также часть. Была проблема инфраструктурная. Молодым людям не хватает таких коворкинг-зон, где можно коммуницировать. Мы на законодательном уровне решили в проекте указать, что в Республике Абхазия будут молодежные центры. При этом даем им обозначение, но это все в рамках обсуждений и дискуссии, уже итоговое решение, конечно, будет приниматься позже. Также самым важным, что хочется отметить, мы, наконец, в проекте указали четкое разграничение полномочий между органами власти республиканского, местного значения. То есть теперь мы четко на законодательном уровне будем знать, кто чем занимается в сфере молодежной политики, так как эта система, она децентрализована. То есть есть республиканский орган, который отвечает за молодежную политику комплексно по всей республике, но также есть и комитеты на местных уровнях. При этом они подчиняются администрациям городов и районов и не входят в систему республиканского значения. Ну и, соответственно, было решено, что на законодательном уровне определить, кто на каком уровне, чем занимается и на что можно будет ссылаться в данном случае. А вот вы их не объединяете, да, как бы в одну систему? Республиканские и местные молодежные, там, не знаю, органы управления? С учетом нынешних возможностей, это очень ресурсно-затратный процесс. То есть объединить все эти органы в единую систему, это большая нагрузка на республиканский бюджет и на Государственный комитет по делам молодежи и спорта, потому что не только программная часть, но и вся техническая, вся вот эта документооборотная часть, она ляжет на республиканский орган, который на сегодняшний день, откровенно говоря, не приспособлен к такому объему, потому что сотрудниками одного отдела, который курирует молодежную политику, их всего 4. А тут появится еще новых около 7-8 отделов, у которых своя бухгалтерия, свои документы. То есть, чтобы к этому прийти, нужно вот этот определенный этап еще пройти. При этом ресурсно наполнить центральный орган. Без этого такой шаг невозможен сегодня. А связь сейчас насколько тесная между республиканскими, да, органами власти, которые проводят молодежную политику, и теми, кто находится на местах? Сегодня она носит характер проведения совместных мероприятий. То есть в районах осуществляется деятельность по линии молодежной политики, и в рамках взаимодействия либо комплексно с несколькими районами, либо отдельно взятым проводятся совместные вот какие-то мероприятия. Но наша цель вывести это на системный уровень, чтобы в единой вот этой платформе все эти структуры
были вне подчинения друг друга, но был обеспечен вот это межведомственное взаимодействие, о котором мы вот все время говорим. Потому что без включения этих органов, которые на местах постоянно осуществляют свою деятельность, эта структура в дальнейшем не имеет смысла. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, вот стратегия рассчитана на 5 лет, то есть до 2031 года. Какие ключевые цели и приоритеты заложены в эту программу, и вот на чем вы делаете основной акцент? Если так говорить определенными понятиями, которые мы закладывали в эту часть, мы определили энный период времени, за который мы хотим достичь определенные результаты в различных сферах. И в конце этой программы сформировать такой индекс качества жизни молодого гражданина в республике. Нам важно, чтобы эта программа не носила характер проведения мероприятий, а меняла конкретную жизнь конкретного человека. То есть внедрение таких понятий, как ментор-наставник, не только в период школьного образования, но и уже на становлении личности. Это способствует развитию твоей предпринимательской деятельности и научной. Такой запрос есть в первую очередь в научной среде. Сегодня молодым ученым не хватает вот таких наставников, которые бы их вели в такое полноценное научное будущее. И это не только в этой сфере. Мы хотим определить такие понятия, как молодой предприниматель, предоставляя им определенные гранты на свои стартапы, на крутые идеи с ежегодным награждением лучших идей в республике для того, чтобы в дальнейшем развивать вот эту предпринимательскую деятельность. Потому что я лично убежден, что нам всем молодым надо уже входить в эту международную систему разделения труда. То есть молодой гражданин из республики, он должен быть впереди всех инноваций, потому что современное общество, оно быстро двигается. Также мы не обделяем и технологии, очень важная сфера. У нас есть небольшой такой прорыв в этих направлениях, потому что молодым это очень интересно. Они успешны не только в Абхазии, но и в России достаточное количество таких представителей. И вот в этой части мы также бы хотели бы определить, что вот эти технологии, они важны здесь для молодого гражданина. Ну и, безусловно, упор на сельскую молодежь. То есть отдельные программы, это в рамках только сельской молодежи, это определенные акселераторы, определенное обучение, возможности трудоустройства ради того, чтобы сельская молодежь понимала, что в Республике Абхазия, в селе есть возможность чего-то достичь и добиться. Вот к чему мы стремимся. В ноябре 2025 года прошла стратегическая сессия молодежи Абхазии «Возможности, идентичность, развитие». Вот как ее итоги повлияли на финальную версию вот вашего документа? Что из предложений участников вошло в документ? Мы, безусловно, когда разрабатываем какие-то нормативно-правовые документы, опираемся и на международный опыт. И вот с учетом нашей действительности нам удалось пригласить довольно-таки неплохой состав со стороны представителей сферы молодежной политики из Российской Федерации. Это руководители различных организаций, которые занимаются вот молодежной политикой на территории Российской Федерации. Нам удалось организовать такую сессию вот в ноябре. В рамках нее были предложения, которые охватывали вот этот опыт именно со стороны этих организаций, которые совместно с представителями Республики Абхазия выдавали нам конкретные предложения. Здесь, конечно, мы обратили большое внимание именно на международный обмен. То есть систематизировать эту вообще деятельность в плане того, чтобы у молодежи Абхазии была возможность выезжать далеко за пределы, получая вот такой еще и иностранный опыт. И, конечно же, вопросы диаспоры, что должна быть программа именно по молодежной вот такой линии ребят, которые с точки зрения интересов Республики Абхазия должны возвращаться под определенные виды деятельности. И мы, как госорган по молодежной политике, обеспечиваем им эту возможность. То есть период такой адаптации, стажировки, трудоустройства и в дальнейшей перспективе, конечно, создания здесь определенной ячейки вот, общества с возможностью, конечно же, и жилья.
Было бы хорошо. Вот какие конкретные механизмы, да, вы предлагаете для поддержки молодежных инициатив? Что предусмотрено в программе? Например, там, грантовые поддержки и так далее, и так далее. Есть ли расписанные механизмы, скажем так, для этого документа? Ну да, конечно, в первую очередь главной поддержкой для молодого гражданина является социальное проектирование. Сначала мы начинаем с социального проектирования, где молодой гражданин, помимо того, что обучается вот этим навыкам, он еще и выдает социальный такой положительный эффект. И уже на 3-й год мы уже поддерживаем его предпринимательскую деятельность. Уже даем возможность осуществлять коммерческую деятельность, зарабатывать и выдавая на это тоже определенные гранты. То есть 3 уровня грантов, которые вот мы определяем. Один касается именно социального проектирования, другой касается именно предпринимательской деятельности, а 3 твоего творческого направления. Мы не можем обделить наше творческое сообщество, но акцент сделан именно на молодежных медиа Абхазии. То есть мы понимаем, что у нас в этом направлении пробел. Сегодня очень мало молодежного контента на абхазском языке. Здесь будет отдельная программа, которая будет финансировать молодежные медиа Абхазии, которые вещают, транслируют, создают контент именно на абхазском языке, и будет отдельный грант, посвященный именно этому, в рамках этого проекта. То есть будет просто грант, а кто будет участвовать, это у вас есть уже понимание какое-то, да? Нормативно-правовую базу под каждый грант еще предстоит разработать. Это осуществится только в случае утверждения проекта. Вот, кстати говоря, об утверждении к 20 числу, да, как я поняла, вы должны уже представить программу. Кто ее будет оценивать? Как вы думаете, будут ли к ней замечания? Всесторонне ли вы подготовили, скажем так, держать какой-то ответ, да, за какие-то ваши предложения? Вот расскажите об этом. Все замечания, которые были под программу, мы уже их получили в рамках той экспертизы, которую требует от нас законодательство, со всеми этими замечаниями, исправлениями, которые мы осуществляли после этой экспертизы. Мы, конечно же, обращаемся к руководству Республики Абхазия. Вначале, так как эта программа межведомственная, она носит правительственный характер, и решение принимает Кабинет министров Республики Абхазия. Если говорить о вашей команде, кто разрабатывал, я так понимаю, 60 человек участвовало, вот я цифру увидела в СМИ, и действительно там были и представители разных ведомств и так далее, и так далее. Расскажите, как шла работа? Была ли какая-то у вас координация? Или это было сложным вопросом? И был ли какой-то костяк? Не знаю, юристы, да, на знания которых вы опирались. Вот что вы расскажете о том, как готовилась вся эта, скажем, стратегия? Мне сложно назвать точную цифру, но я хочу отметить, что большую помощь в организации этого документа оказали именно управления, которые находятся при администрациях городов и районов, потому что они нам очень помогли именно с целевой аудиторией, именно о той проблематике, которая находится в каждом районе. Мы получали эту информацию именно от них, потому что это люди, которые знают специфику своего района. От ПСОУ до Ингура, то есть эти все управления, всю их проблематику мы пытались собрать на республиканском уровне. Ну и, конечно же, разного рода сторонние экспертизы, которые мы привлекали то в частном порядке, внутри самого ведомства. Какие сторонние? К юристам обращались? К юристам, да. К молодому научному сообществу тоже мы обращались. И в рамках такой кооперации, я даже не могу точное количество назвать, потом также провели сессию, и недавно опубликовали в рамках презентации этот весь пласт информации, который был, мы попытались сжать в 20 слайдов. Надеюсь, получилось интересно и содержательно. В рамках этой презентации мы в таком обсуждении, в диалоге с молодежью, с представителями министерств и ведомств обсуждали все эти проекты и инициативы.
Те, кого вы называете молодежью, ну, я имею в виду сейчас молодежь, которая, допустим, не все время там сидит в Госкомитете по делам молодежи, да, и не состоит в каких-то молодежных структурах, там, организациях. Насколько они участвовали вот в разработке программы, как учитывались их пожелания? Был ли вообще вот этот контакт между вами и ними? Непосредственно со всеми вот этими ребятами в основном мы опирались на опыт именно вот этих управлений, потому что внутри в районе со многими ребятами из района контактируют именно они. Мы же на республиканском уровне, охватывая вот определенное энное количество, безусловно, получали обратную связь постоянно. В рамках различных кампаний мы взаимодействовали в течение этого времени с несколькими тысячами молодыми ребятами. Да, и то есть это та же информация, которую мы получали и от них. Причем эти ребята также представляют все районы республики. И вот в рамках этого взаимодействия мы также получали вот эту обратную связь, помимо той, которую осуществляли вот наше вот управление из республики. Ну, программа развития молодежной политики, возможно, связана и со спортом. Есть какой-нибудь момент, который как бы обговаривает вот эту сферу? Конечно, одним из элементов является здоровый образ жизни, и спорт как неотъемлемая часть этой программы. В ней, конечно же, предусмотрены и спортивные определенные массовые мероприятия. Но что касается спорта именно как профессионального и спорта высших достижений, здесь готовится отдельный проект уже на 10 лет вперед, который также параллельно будет представлен вместе с проектом программы молодежной политики. Угу. Ну и программа вступит в силу в случае принятия, с чего вы начнете ее реализовывать 27-й год. Он уже не за горами, полгода всего осталось. С чего мы начнем? Конечно же, с огромного пласта также нормативно-правовой базы. Все эти элементы программы, они должны быть подкреплены соответствующими документами. Предоставление грантов, возможности стажировок, иностранного взаимодействия, прибытия, отбытия. Все это должно быть подкреплено соответствующими документами, требованиями, стандартами, которые мы должны будем установить. Но когда мы будем знать, что у нас есть возможность это осуществлять, мы, конечно же, начнем все это делать. Какие самые сильные стороны этой программы вы считаете? И где, можно сказать, тонкие места находятся в ней? Самой сильной для меня, конечно, является вот это межведомственное взаимодействие. Я почему-то уверен, что если органы объединятся в рамках одной программы, это будет довольно-таки эффективным решением определенных задач. И вообще постановка общей цели для определенных органов — это, как по мне, очень сильная сторона программы. А вот где тонкая линия — это, конечно же, выполнение вот этих коэффициентов полезных действий в рамках энного периода времени. То есть это значит? То есть нам вот в течение года нужно выполнить столько-то в процентном, в количественном, в качественном показателе. Это вот определенные требования, которые вот мы установили для всех нас. Еще интересует такой момент, где говорится о том, как взаимодействовать с российскими молодежными структурами, и не обязательно именно молодежными, но различными, скажем так, да, потому что действительно разные могут быть запросы. Что в этой части? Есть ли какой-то специальный момент, да, пункт в этой программе? Есть, совершенно верно. Мы стремимся к тому, чтобы создать реестр молодежных организаций. То есть, опять же, формирование такого нормативно-правового документа, в котором молодежные организации, в первую очередь, как внутри Республики Абхазия, так и за ее пределами, проходят вот этот период такого лицензирования, так сказать, и осуществляют деятельность совместно с молодежными организациями вот в Республике Абхазия и за ее пределами при вот координации профильных министерств и ведомств. Вот такой проект тоже практически готов. Насколько он подробно там описан? То есть он довольно-таки обширный документ, который требует еще соответствующей доработки со стороны других министерств в рамках вот этой экспертизы. А вы общаетесь по этому поводу с российскими организациями? Общались? С организациями еще мы не общались, да. Так как это внутренний, допустим, это внутренний документ, и вот мы пока в рамках тех полномочий, которыми обладаем, его и формируем. Ну, хотелось бы узнать как бы вашу оценку, да, по поводу того, насколько актуален этот документ, насколько он реально поможет вам в вашей практической работе.
Насколько актуален, это можно будет сказать только только когда пройдет какое-то время, но могу сказать, что мы не можем позволить себе сегодня, чтобы работа с молодежью велась теми, кого мы не знаем, с кем мы не контактируем, с кем мы не работаем, с кем мы не коммуницируем, потому что мы нацелены именно на конструктив. При этом должны исполняться требования законодательства Республики Абхазия. В первую очередь, как со стороны действующих организаций в Республике Абхазия, так и, конечно же, за ее пределами. Все это должно быть влито в единую систему государственной молодежной политики, где есть определенные цели и задачи, и если вы им соответствуете, то мы готовы сотрудничать с кем бы то ни было. А что значит, с кем мы не коммуницируем, не можем работать? Что это значит? Возможно, деятельность осуществляют организации, с которыми мы как-то еще не наладили контакты. Можно же наладить. Можно, да, но мы же должны это делать в рамках законодательства, которое мы хотим определить. Эти возможности налаживания контактов, как это делать и в каком порядке. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что о том, как формировалась стратегия развития молодежной политики в Абхазии на ближайшие 5 лет, какие приоритеты заложены и что изменится для абхазской молодежи, мы говорили с Бесланом Аршба, начальником отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта. Спасибо.